Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас очередной стрим, и сегодня мы будем говорить о башкирских элитах. Есть ли вообще у нас на сегодняшний момент башкирские элиты? Что они из себя представляют? И вообще, кто такие вообще элиты, и что они должны нести народу, да? Какую функцию должны они нести своему народу, так называемые национальные башкирские элиты. Сегодня будем говорить о национальной башкирской элите, конечно же. Вот. Итак, что нам говорит Википедия по поводу элит? Кто такие элиты? Элиты — это от французского «элите», лучшая, отборная. То есть это элитарная какая-то группа, элитарный слой общества, которая достаточно обособленная, где собраны, скажем так, наиболее умные, наиболее талантливые, наиболее влиятельные силы. Элиты могут быть военные, элиты могут быть, скажем так, научные, политические элиты и так далее. И у нас, конечно же, как у башкирского народа, у крупного достаточно башкирского народа, есть свои элиты, они всегда были. Но здесь нужно понять на сегодняшний момент, вот мы находимся очень долгое время в оккупации. Элиты эти, они сохранились ли? И можно ли их вообще назвать элитами? Я вот глубоко сомневаюсь, потому что вот если смотреть, есть два подхода вообще к понятию элиты, да? Первый подход — это политический подход. Это когда люди, которые находятся у власти, считаются элитой, вне зависимости от их интеллектуальных способностей, от их моральных качеств. И второй подход — это ценностный или меритократический подход, когда вот именно элита, именно вот от французского лучшая, отборная, подразумевает, что в элиту входят люди, обладающие высоким интеллектом, талантом, какими-то способностями, да, вот, люди высокого, скажем, духовного развития. Вот как у нас сегодня можно назвать, какая из этих элит действительно элитами? Я считаю, что и те, и другие на сегодняшний момент у нас смешаны, скажем так, и те, и других у нас считают элитами. Есть у нас в политике люди, которые сидят, и, скажем так, люди, обладающие каким-то там талантом, интеллектом, какими-то знаниями научными и так далее. Так вот, у нас, у башкир, если вернуться к прошлому, да, то действительно раньше были настоящие элиты. То есть на сегодняшний момент, на мой взгляд, элит как таковых, если называть их, вот, подходить именно к ценностному, да, вот, подходу, то настоящие такие элиты на сегодняшний момент, они, конечно же, есть, но они не управляют, они никак не влияют на общество. Они глубоко спрятаны, они задвинуты, скажем так, да, задвинуты манкуртами, лизоблюдами, людьми, которые, скажем так, пробились к власти через там, подхалимство, через угодничество, да. Вот эти люди сегодня нами управляют. Можно ли их назвать элитами? Ну, с большой натяжкой. Да, они обладают какой-то властью. Но если брать и подходить к слову политическая элита, но какая сегодня политическая элита на самом деле управляет и влияет в Республике Башкортостан? Ну, возможно, только что если там Хабиров, и то в какой-то степени отчасти, да, там в какой-то степени Бадранов, там Назаров, там вот, да. А вообще, на самом деле, они, конечно же, слуги Кремля, гауляйтеры. Но сперва давайте все-таки вернемся к прошлому. Вот в моем понимании элиты, да, люди, это которые
скажем так, действительно слой общества, привилегированный слой общества, обладающий властью, обладающим богатством, обладающий духовной силой, нравственной силой. Люди, вот такие люди, они всегда были элитой башкирского народа. И если мы вспомним башкирские восстания, кто возглавлял башкирские восстания? Наша башкирская элита. Салават Юлаев, это был, скажем так, дворянин, да, на тот момент. Его отец был Тарханом. Тархан — это звание, дворянское звание, можно сказать, башкирское. Были потомственные Тарханы, были, скажем так, личностные Тарханы. Вот, Алдар Батыр, Алдар Исянгельдин, тоже Тархан, дворянин, элита. Допустим, Кинзя Арсланов, то же самое, человек из элиты, достаточно ученый человек, сын старшины, как и Салават Юлаев, сын старшины Шайтан-Кудеевской волости. Алдар Батыр, он тоже, скажем так, у него достаточно очень серьезная была родословная. Кусюм Батыр, да, Кусюм Телюкеев, тоже из Кучумовичей, да, считается, вот он идет его род. То есть это действительно люди сильной воли, люди, которые имеют благородное происхождение, люди, обладающие богатством. И вот вроде бы что им, живи, да, живи не хочу, да, вот служи русскому государству, служи Москву, белому падишаху, как говорится, и богатей. Все, то есть в тебе дано в управление там целые волости, ты ими там можешь кантоны, да, если брать во времена кантонов, ты можешь ими управлять, как бы, и богатеть. Но люди шли на восстание, поднимали восстание, шли против Российской империи, и эти восстания, башкирские восстания, они реально сотрясали Россию. Салават Юлаев, да, то есть времена восстания Пугачева. То есть Кинзя Арсланов там же проявил себя. Там Алдар Батыр вообще сделал так, Алдар Батыр и Кусюм Батыр сделали вообще так, что Башкортостан стал независимым государством практически на 25 лет. До этого другие, там, Батырша, то есть, да, это человек религиозный деятель, да, имеющий влияние, авторитет среди башкирского, татарского народа, вообще среди мусульман Поволжья. Это Сеид Батыр, то есть, да, это Каранай Муратов. То есть все, еще раз говорю, это вот это и была самая настоящая элита. И духовенство, и дворяне башкирские, они все влияли на башкирский народ, но они защищали интересы башкирского народа. Вне зависимости от своего богатства, они защищали интересы башкирского народа, они защищали, скажем, свою землю, башкирскую землю. Поэтому их можно смело назвать элитами. Вот возьмем просто пример Алдара Исянгельдина, да, Алдар Батыра. Человек, который, достиг всего, что можно. То есть он получил лично от Петра I саблю, да, когда в Азовском походе, там, в поединке убил черкесского Батыра. То есть он был награжден там званием Тархана, там, да, у него были большие богатства. Потом со временем породнился с казахским ханом Абулхаиром. Но все равно ему болела душа за башкирский народ. Он поднял восстание. Этим восстанием он действительно одно из самых сильнейших восстаний, которое было 1704-1711 года, вот эти 7 лет шло восстание, когда башкирские воины, башкирские войска под руководством и Алдара Батыра, и Кусюм Батыра, и других, Хази хан тогда был, под руководством этих людей, они практически дошли до Казани. До Казани, захватывая там огромные территории. И на 25 лет сделали башкирские земли практически независимым государством. Здесь российская власть не имела никакого влияния. Всем управляли башкиры. Потом его простили, скажем так, его не трогали, он жил себе до старости лет, когда началось следующее восстание. И восстание так называемого Карахакала, тоже, да, из башкирской элиты, наш хан.
Он вроде бы старый человек, ему было тогда 70 лет, вроде бы, ну, там, доживая до старости, там, огромное богатство, огромные табуны лошадей, там, да, несколько жен, дети, внуки уже. Но вот ему не сиделось дома, когда вот народ поднял восстание, когда уже шли репрессии вовсю, когда уже проиграли наши башкиры восстание. Он поехал просить за своих товарищей, за своих друзей, которые были тогда, попали в плен к русским карателям и были заключены в Самарской крепости. Он пошел туда, поехал туда просить, чтобы их освободили. На него уже давно точили зуб. Кстати, он очень много укрывал в своих грузианских владениях. Он был глава грузианского рода. Он укрывал очень много повстанцев, башкирских повстанцев у себя, не выдавал их царским властям. Очень много людей у него нашли укрытие. И царские власти знали, конечно же, об этом, знали и зуб точили на него. И вот когда он поехал в Самару просить за своих товарищей, чтобы их отпустили, его там схватили вероломно, ну и все. И потом перевезли в Мензелинск, где и казнили. Казнили очень жестоко, да, его вот подвесили за ребро, вот под крюком под ребро вот так вот, и подвесили, он мучительно умирал несколько суток. То есть 70-летнего старика. Вот это элита, это вот самая настоящая элита. Или вот берем, скажем так, нашу башкирскую элиту начала 20 века, когда интеллектуалы наши, башкирские, пассионарное общество, дворяне, те же самые, да, богатые люди, скажем так, после краха Российской империи создали Республику Башкортостан, создали башкирскую государственность. Ну, даже немножко зайдем еще назад, когда, вот, допустим, образовалась так называемая Государственная Дума Российской империи, там были представители от Уфимской губернии, от Оренбургской губернии, башкиры были. Ну, допустим, вот был такой депутат Сыртванов, башкир, он был депутатом первого созыва Государственной Думы Российской империи, и он не просто там сидел, как сегодняшние наши депутаты от Башкортостана, и молчали, там, и поддерживали любой закон, который продвигает Единая Россия там, или Путин, да. Нет, он конкретно там четко и жестко защищал интересы башкирского народа. Он открыто с трибуны говорил о том, что нужно вернуть башкирам земли, которые у нас забрали незаконно. Он говорил о том, что нужно переселить обратно тех русских крестьян, которые к нам пришли, вот переселенцы, да, хлынула целая там толпа вот этих русских переселенцев. Их всех нужно выгнать отсюда. Он прям так и говорил: заберите вот этих русских крестьян, они должны уехать, это наши башкирские земли. То есть человек говорил такие на тот момент опасные и крамольные вещи, да, которые сейчас невозможно было бы подумать, чтобы сегодня там какой-нибудь депутат Государственной Думы из Башкортостана, ну, допустим, Байгускаров, Зари Байгускаров, да, вот башкир вроде бы, да, сам Башкортостан, вот если бы он пришел бы там, допустим, выступил бы в Государственной Думе с трибуны и начал бы говорить, что вот верните башкирский язык, я требую, чтобы русские, которые сюда переехали в последнее время, чтобы они уехали обратно, мы требуем, чтобы нам вернули суверенитет, мы требуем, чтобы нам вернули наши украденные акции Башнефти и так далее. То есть оставьте наш Кракатау в покое. Но это невозможно представить на сегодняшний момент. До такой степени сегодня нет у нас вот этих людей, элит, которые бы, башкирских элит, которые бы защищали бы интересы и права башкирского народа. Наоборот, они делают все, чтобы угодить власти центральной. Мало того, надо будет, приедут еще и попытаются уговорить местное население, чтобы они отдали под разработку Кракатау, допустим, да, как это делает тот же самый Зарев Байгускаров. Так вот, я говорил о башкирских национальных элитах начала 17 года, да, когда они образовали Республику Башкортостан. Тоже вот берем Заки Валиди. Это сын шейха. Сын шейха, но богатые люди, уважаемые люди в своей среде, в своей области. То есть элита. Эта элита была тогда башкирского народа. Вроде бы у них тоже были достаточно богатые люди, обеспеченные люди были, много земли было. Могли вроде бы спокойно жить,
не выступать против власти, ничего не делать, и нормально все было бы, да. Или вот, допустим, все знают Ризаэддина Фахретдинова, да, это известный шейх башкирский, человек, который, ну, кто-то говорит татарский, да, татаро-башкирский, скажем так, давайте. Вот, известный шейх, очень уважаемый, очень авторитетный среди мусульман. Так вот, два его сына, Габдул Ахад Фахретдинов, да, и Габдрахман Фахретдинов, они были членами башкирского правительства во время Заки Валидии, во время Республики Башкортостан. Членами правительства, то есть они поддержали идею, национальную идею строительства башкирского государства. Они включились в работу башкирского правительства, каждый в своей сфере. И оба пострадали. Тот же самый Габдул Ахад Фахретдинов, да, Ризаэддинович, он был расстрелян в 1937 году, когда началась большая чистка, большой террор. А Габдрахман Фахретдинов Ризаэддинович, он умер в тюрьме. Его тоже арестовали, он там умер. Поэтому вот они действительно были элитой на тот момент. Я до сих пор их считаю элитой, действительно. Или Амир Карамшев, да, человек, который создал башкирское войско с нуля. Вот. Это потомственный дворянин башкирский. Он из Ишимбайского района всего сегодняшний, тогда это был Макаровский уезд. Тоже вот, и он, и его брат, много, вообще и братьев вот этих Карамшева, они очень активно принимали участие в строительстве башкирского национального государства. Идем дальше. Мухаммедша Бурангулов, допустим, да, Хадия Давлетшина. Вот это, ну если берем не политических деятелей, а уже людей, которые там, из сферы культуры, писатели, поэты и так далее. Шейхзада Бабич, да, вот человек, который погиб, он душой горел за башкирское национальное государство, за башкирский народ. Убили зверски, замучили, изрубили шашками, еще полуживого скинули в шахту, вот в Зиваире. В 90-х годах еще, говорит, жили до сих пор старики, которые говорили, мы помним, как убивали Шейхзаду Бабича. Вот. Поэтому вот Шейхзада Бабич тоже, его можно назвать элитой. Как я сказал, Мухаммедша Бурангулов, который записал много эпосов различных, в том числе Урал-Батыр. Человек потом был расстрелян за это. Идем дальше. Рами Гарипов, да? Элита, реальная элита. Человек горел за башкирский народ. Он не подстраивался тогда под советскую власть, не пытался там, как Мустай Карим, там, угодить во всем им. Нет, он продвигал свое, продвигал национальное, писал такие стихи, которые не нравились тогда властям. Вот. Акрам Бишев, тоже человек, который был неугоден властям, критиковал очень часто советскую власть, говорил о том, что башкиры поднимали множество восстаний, что национальное нам нужно независимое государство, он потом в своей вот этой книге знаменитой «Борьба башкирского народа», да, борьба за независимость башкирского народа. То есть он там открыто писал о том, что нам нужно независимое государство. Это в 90-х годах. Вот это люди действительно. И сегодня вот как я сказал, да, вот эти люди действительно настоящая башкирская элита. Но я как бы всех не перечислю, их, конечно же, было больше. Но это те люди, которые, когда видели несправедливость по отношению к башкирскому народу, когда видели несправедливость по отношению к Республике Башкортостан, они не молчали. Они говорили, они критиковали, если надо, устраивали какие-то акции протеста. Мало кто знает, что когда пытались отменить башкирский язык, где-то 70-е годы, конец 60-х годов, вот, именно Рами Гарипов и Акрам Биш, одни из организаторов были митинга возле Дома Советов тогда в Уфе, собрали интеллигенцию башкирскую и выступили против,
чтобы отменяли башкирский язык. Тогда всю и литературу хотели башкирскую просто убрать, чтобы была только вот русская литература, там, русские газеты, там, русские журналы. Они выступили против и сумели настоять на том, чтобы сохранилось. То есть не молчали, хотя тогда все боялись выступить против советской власти. Вот. А в 90-х годах тоже появились плеяды целые башкирской элиты, которые взяли, скажем так, вот, поняли, осознали, какой наступает момент, и использовали максимально его. Постарались, по крайней мере, максимально. Да, это вот сегодня живой еще Марат Кульшарипов. Это недавно умерший Рашид Шакур. Уважаемые люди все, про которых я говорю. То есть вот эти люди, ну и Нияз Мажитов, да, историк, который тоже, к сожалению, умер. Вот эти люди, они и были элитой тогда, они смело говорили о проблемах башкирского народа, они создавали тогда идеологию башкирского национального движения, они создали организацию тогда, мы помним, да, Урал, так называемый, Башкирский национальный центр Урал, Башкирский народный центр Урал. Вот, они те, которые, скажем так, суверенитет продвинули. Они те люди, которые создали башкирский язык, сделали башкирский язык государственным языком, настояли на этом. Они, тогда Муртаза Рахимов их очень сильно слушался. Вот. Сегодня, к сожалению, многие умерли. А те, которые еще остались живы, вот ветераны 90-х годов, ветераны национального движения 90-х годов, они многие, скажем так, молчат, ну, из-за вот этих вот репрессий, которые сейчас происходят, хотя не всегда молчат. Ну, давайте вспомним баймакские события. Кто выступил, кто посмел возразить Хабирову, Москве тогда? Те же самые Марат Кульшарипов, уважаемый Риф Габитов, да? То есть, вот они действительно настоящая элита. Вот их можно назвать элитами. А можно ли назвать сегодня элитой таких людей, как сегодняшние политики, так называемые, ну как, это не политики, наверное, это скорее всего чиновники, да, управленцы. Политиками их сложно назвать, потому что политик — это вот Айрадин Мухаметов, это политик. Человек, который много лет как бы говорил, критиковал власть, строил свои политические какие-то, скажем так, идеи, проекты. Вот его можно назвать элитой тоже, политической элитой. А как таковых политических элит у нас нету, потому что у нас нету политических проектов самой внутри республики. У нас сегодня политика диктуется только Москвой. У нас в 90-х годах, еще когда были разрешены политические партии, национальные политические партии, тогда еще могла сформироваться политическая башкирская элита. Но ее с приходом Путина очень быстро все это закрыли, были запрещены национальные партии. Все. То есть с тех пор как бы у нас не осталось практически башкирской политической элиты. Но у нас есть управленцы, так называемые чиновники, которых ставит Москва. У нас есть писатели, поэты, там различные кинорежиссеры. Вот они тоже можно сказать, что вот они как каста такая, замкнутая, закрытая каста от людей, куда сложно пробиться людям, если ты не, скажем так, не подхалимничаешь властям, не поешь им на дифирамбы там, да, вот. И вот такая у нас так называемая я ее называю это псевдоэлита, башкирская псевдоэлита, люди, которые, многие из них дорвались до власти, многие из них дорвались до грантов, которые получили теплые места, да, они талантливые, да, у них есть талант, но вместо того, чтобы, скажем так, создавать продукты, свои творческие продукты, действительно, которые несут благо башкирам, которые пробуждают их национальное самосознание, которые помогают им возродить язык наш, сохранить и развивать наш язык, они просто сидят на своих местах, да еще помогают гнобить башкир, которые критикуют власть. Они против них выступают, они поддерживают войну сегодняшнюю. Ну вот, давайте пройдемся по именам. Вот Зухра Буракаева, да,
вроде бы вот реально, как можно было бы назвать ее элитой, потому что вот ее мать можно отнести к элите, уважаемой Мариам Буракаева. Да, это действительно башкирская национальная элита, которая всю свою жизнь посвятила сохранению башкирского языка. Она ветеран башкирского национального движения 90-х годов. То есть вот она действительно человек, который башкирской можно назвать элитой. А вот ее дочь Зухра Тансулпан Буракаева, ну, наверное, да, тоже, потому что она активно защищает башкирский язык. Я знаю, что она во многом имеет свое мнение по поводу сегодняшнего происходящего. А вот Зухра Буракаева, к сожалению, если она в начале, скажем так, тоже была в стане башкирского национального движения, то сегодня она полностью продалась власти за теплое место. Она сегодня поддерживает войну, призывает башкир ехать и умирать в этой войне, призывает убивать украинцев. Она критикует тех, кто вышел, допустим, в защиту Фаиля Алсынова, да, называя их предателями, хотя на самом деле она и есть предательница, по идее. Она поддерживает разработку Кркытау, хотя до этого, когда ей еще не давали теплого места, она выступала активно против разработки Куштау. Вот человека поменяло просто одно теплое место. Высокая зарплата, возможность зарабатывать на грантах, и все, и человек переметнулся на темную сторону зла. Или вот тот же самый Вильдан Ярулин, да, солист группы Караван Гарай. Человек, который в 90-х годах, действительно, в 90-х, нулевых годах был авторитетный, уважаемый артист, получил звание народного артиста Республики Башкортостан. Его песни до сих пор люди с удовольствием слушают. Но человек вот ради богатства, жадность, вот как говорится, жадность фраера сгубила. Ради богатства, ради того, чтобы услужить власти, услужить Хабирову. Мы помним, как он поехал на Куштау петь песни, оды Хабирову, там, «Любезник и Любезар», ах, Хабиров молодец. Вот. И сейчас, и потом, что он потом дальше воровал? Обворовывал своих же сотрудников, обворовывал бюджет. Бюджет, кстати, наполняется от кого? С кого? С жителей Республики Башкортостан, с их налогов. Обворовывал, получается, своих же жителей. Вот сейчас он сидит. Все, вот, нет никакого авторитета. Презираемый всем башкирским обществом, нормальным обществом, башкирским народом. Человек сейчас сидит брошенный всеми, и Хабиров его не вытаскивает. Там, Юлдаш Юсупов, да, вроде бы тоже человек, который стоял, скажем так, как один из основателей организации Кукбуре, да, национальной организации, в которой я тоже когда-то был. Уважаемый тогда был человек, имел свое мнение, считал себя башкирским националистом, писал книги о истории башкирского народа. Что с ним стало? Как только получил кресло председателя Всемирного Курултая башкиров, все, человека как подменили. Может, он действительно и таким был, просто скрывал долгое время. Потому что, ну, у настоящего, как бы, да, человека, который имеет честь, совесть, достоинство, я думаю, что какое бы ему теплое место не дали, сколько бы ему денег не дали, у него все равно не будет вот этого вот преклонения, жадность там, да, вот. А вот Юсупов, к сожалению, Юлдаш Юсупов сломался, возможно, просто раскрыл свои вот эти потаенные темные чувства. Все, он поддерживает войну, поддерживает, чтобы башкиры ехали и умирали на этой войне. Он выступил против баймакских заключенных, да, то есть обвинил во всем Фаиля Алсынова, хотя когда-то ночевал дома у Фаиля Алсынова в свое время. Вот, он, ну, когда он там в Всемирный Курултай, они ездили, человек, который сегодня поддерживает разработку Кркытау. Вот это Юлдаш Юсупов. Можно ли назвать его элитой? Нет, это не элита, это приспособленец. И таких много. Айнур Хужахметов, да, ученый, давайте там перейдем к научной элите, да. Вроде бы ученый, да, то есть человек, который там получил хорошее высшее образование, там защитился, там кандидатские, докторские какие-то имеет. А куда он использует свой талант, свое вот это образование? Он клепает
против башкирских национальных деятелей какие-то, как она сейчас, как ученый, то есть вот как ученый он сейчас, ну, Айнур Хужахметов, да, мы знаем, что это человек, который ФСБ, ему дает задание составить на того или иного человека мнение, экспертное, вот экспертное заключение, его вспомнил, да, эксперт, так называемый эксперт, да, вот он давал экспертное заключение, когда закрывали организацию Башкорт. Он давал экспертное заключение по переводу, по высказыванию Фаиля Алсынова. Он давал экспертное заключение там, по Рамиле Саитовой. То есть человек по крымскалийским событиям, он тоже давал экспертное заключение там свое. То есть вот человек, который вместо того, чтобы там двигать науку, да, башкирский народ прославлять этой наукой, он использует свои знания для того, чтобы уничтожать башкирский народ, уничтожать башкирское национальное движение, уничтожать, сажать людей, ломать им жизни. Вот это разве элита? Нет, это говно, как говорится, говно нации, да, когда Ленин говорил про так называемую интеллигенцию российскую. Вот это реально говно башкирской нации. Ну, а если брать чиновников из башкирских, таких как Бадранов, Хабиров, там, Кельсинбаев, да, вот, Авзалов, ну, я думаю, что про них тоже, наверное, всем все понятно, что они из себя представляют, кто они такие, можно ли их назвать элитой. Нет, абсолютно нет. Они не имеют никакой власти. Они имеют какую-то определенную власть там, на определенном уровне, но они не могут дальше вот своего уровня что-то выше перепрыгнуть, потому что они знают, что сразу же там по ним прилетит по башке. Их надо будет сразу посадят, надо будет их там уволят и обанкротят, если надо будет, да, полностью там штрафами там, и так далее, и так далее. То есть с ними могут поступить максимально там по-всякому так, что вот они, поэтому они вынуждены бояться, вынуждены прислуживать. Вот они уже вошли в эту колею предательства интересов башкирского народа. Они с этой колеи уже не выйдут до тех пор, пока их, ну, либо сами не уйдут на пенсию. Вот, давайте, есть, а все-таки я считаю, что у нас сохранилась определенная часть элиты, которая, я же говорю, вот, временами вынуждена молчать, но временами, когда невозможно молчать, она об этом говорит, и это, вот я, как я сказал, Марат Кульшарипов, да, это Валиахмед Бадридинов, я бы его назвал бы элитой, да, это Сагит Исмагилов, да, какие бы у нас отношения с ним не были, хотя, кстати, я его до сих пор считаю достаточно уважаемым человеком. Руфа Рахимова, можно ли назвать ее элитой? Ну, сейчас уже, наверное, нет. Человек, ее запугали. Некоторых, вот, знаете, когда людям угрожает какая-то опасность, они просто начинают молчать, да? Либо уезжают, либо просто начинают молчать, но не начинают подхалимничать властям, не начинают перед ними угодничать, не начинают перед ними вот, лебезить, да? Присмыкаться. Но вот, к сожалению, Руфа Рахимова не прошла проверку. Она, после того, как на нее начались наезды со стороны Хабирова, она тут же начала везде кричать, как она любит Путина, как она поддерживает войну в Украине. Можно ли назвать после этого ее элитой? Нет, получается, что, не дай бог, она придет к власти, допустим, да, в независимом Башкортостане, вот ее вы избрали президентом, президента Республики Независимого Башкортостана Руфа Рахимова. И что, если мы уже знаем вот эти качества ее, что она может от страха предать всех, весь свой народ, ну, где гарантия, что она не предаст в следующий раз? Точно так же предаст. Дадут ей побольше денег, она побежит заключать очередной договор. Или еще что-либо сделает. Поэтому, с Москвой имеется в виду договор. Поэтому она не элита. Фаиль Алсынов, да, это самая настоящая элита. Человек, пусть даже не там, благородных кровей, там, да, не у него отец не какой-то там, там известный ученый, там, известный политик, хотя у него отец мулла. Вот. И Фаиль Алсынов, он сам себя сделал. Есть люди, которые действительно сами себя сделали и стали элитой.
их народ признал элитой. Ну, как вот Муса Муртазин, да, наш известный полководец башкирский. Человек из бедной семьи, из Учелинского района, но достиг высот, благодаря чему? Благодаря своей личной храбрости, благодаря уму и таланту. Человек, который воевал за нашу национальную республику Башкортостан, был соратником Валидова, Ахмедзаки Валидова, был расстрелян в 1937 году. Человек сам себя сделал. Вот Фаиль Алсынов тоже сам себя сделал. Это действительно элита, настоящая элита. Или Ишмурат Хайбулин, да, тоже человек, который сам себя сделал, тоже, кстати, с Учелинского района. Человек, который обладает духовным авторитетом среди огромного количества мусульман Республики Башкортостан. И вот недавно вышло видео, да, мы видели, как Салават Кильдин, такой-то, кто не знает, Салават Кильдин — это человек, который в прошлом при Советском Союзе был директором башкирского телевидения, башкирского государственного телевидения. Соответственно, конечно же, это был человек, который был, скажем так, на подписке в КГБ. И потому что такие должности, как директор государственного телевидения, республиканского телевидения, не мог занимать человек, который не был бы на подписке в КГБ. Его просто не допустили бы туда. Потому что телевидение — это идеологическая машина идеологической пропаганды. Вот. Так вот, он в прошлом был директором этого телевидения. Потом в 90-х годах ушел в религию, стал, скажем так, назвали его шейхом, хотя никакого у него исламского образования нету, он не учился нигде, но его назвали почему-то шейхом ордена Накшбандия, вот это хаканиты, да, так называемая секта вот это хаканитов. Вот он, и, конечно, он видит угрозу в Ишмурате Хайбулине, в Фанзиле Ахмедшине, в том же самом, всех других таких известных людей, кто мусульман, Сагит Исмагилов, да, кто имеет какое-то влияние на мусульман. Вот он их считает там экстремистами, террористами, сепаратистами и так далее, и так далее. То есть он просто их хочет убрать и влиять сам на мусульман. И вот он выпустил видео, где говорит о том, что вот там Ишмурат Хайбулин там такой плохой. И самое главное, что вот он призывает не подчиняться властям сегодняшним и начинает переводить пример там аяты Корана, из Корана, где говорится о том, что каждый мусульманин должен подчиняться властям, да, вот власть как бы дана от Аллаха, значит все, он должен подчиняться этой власти. Но это о чем говорит? Человек просто извратил положение Корана, потому что в Коране четко сказано, что мусульманин не должен подчиняться не мусульманам, да, во власти, кафирам. Это есть четко, это прописано. Поэтому, когда Салават Кильдин нас призывает подчиняться Путину, то это говорит только о том, что человек до сих пор на крючке у спецслужб и говорит ровно то, что ему сказали говорить. Не случайно вышло это видео его, где он там называет меня, называет Сагита Исмагилова, называет Фанзиля Ахмедшина, но больше всего там досталось Ишмурату Хайбулину. Потому что я не говорю сейчас о Сагите Исмагилове, не говорю о Фанзиле Ахмедшине, я говорю сейчас о себе и о Ишмурате Хайбулине. Потому что наши идеи независимости Башкортостана, наши идеи о том, что мы оккупированы на сегодняшний момент, являемся оккупированной территорией, что мы сегодня являемся колонией, что нас пытаются ассимилировать, нас пытаются русифицировать, нашу религию пытаются убить, мы об этом прямо и открыто говорим, и это находит отклики у населения, у башкирского населения. Очень много сейчас нас начинает поддерживать людей, и поэтому, конечно же, это опасно для власти, опасно для чекистов. И вот они начинают выпускать своих вот этих вот, скажем, шестерок, которые и озвучивают то, что нужно им говорить, что вот мы плохие, мы нехорошие, там, да, пытаются подвести под эту религию и так далее. Вот, кстати,
муфтияты были созданы именно для того, чтобы как раз и контролировать мусульман. Духовное управление мусульман России, которое создался при Екатерине II, было создано как раз для того, чтобы контролировать мусульман. До Екатерины II, до вот этого муфтията не было никаких вот вертикалей власти над мусульманами. Каждый подчинялся, каждый там следовал своему там шейху, там, да, своему муле, своему хазрату. Вот. И просто все зависело от личных качеств того или иного священнослужителя исламского. Человек, если обладал, скажем так, хорошим даром речи, убеждений, знаниями хорошими, имел стержень, соблюдал национальные интересы, выступал в защиту людей перед властями. Такие люди и пользовались авторитетом. У таких людей всегда было много последователей. У него была большая умма. Вот. А муфтияты как раз сделали так, чтобы все подчинялись властям, то есть муллам, которые поставлены через власть. И с тех пор, кстати, после того, как создался вот этот муфтият, башкирские восстания и прекратились. Потому что им как раз и вдалбливали в голову о том, что вот якобы власть дана от Аллаха, что вот белый падишах, там, да, белая там, Екатерина II, белая царица, вот что они там даны нам от Аллаха, значит мы, башкиры, должны их принимать. Нет, на самом деле нет. Потому что они другой религии, они кафиры. Это если исходить из исламских, вот, из Корана, да? Вот, поэтому я еще раз говорю, переходя к элитам, что вот элиты на сегодняшний момент, в моем понимании, это те люди, которые не молчат, даже вот в такие репрессивные времена, не боятся, которые говорят о праве нации на самоопределение, о правах и задачах башкирского народа, когда они видят несправедливость по отношению к башкирам, они встают и говорят об этом прямо и открыто. Вот, кстати, один из таких, наверное, мастодонтов, наверное, да, и, скажем так, последних из магикан политической башкирской элиты, это Ильдус Илишев, который не побоялся и выступил в защиту Фаиля Алсынова. Вот такие люди действительно и есть элита. И она появится, конечно же, когда Башкортостан, когда наступит час X, когда начнет рушиться российский режим, появятся люди, которые начнут открыто говорить, которые возьмут в свои руки, да, судьбу башкирского народа. Их можно назвать, это будет очередная башкирская элита. Я надеюсь, что вот та элита, когда мы создадим уже Республику Башкортостан как независимое государство, у нас уже появится полноценная, настоящая, открытая, а не сегодня как спрятавшаяся, да, настоящая элита, которые будут открыто защищать права и интересы башкирского народа. Вот. Так, ну, осталось немного времени, давайте я готов ответить на вопросы, которые здесь мне задавали. Так, вот здесь мне задавался вопрос. Так. Сейчас. Почему наши башкирские элиты не пытаются изменить жизнь башкирского народа? Какая же это элита, если башкиры находятся на самом дне? Ну вот я так думал, что я ответил на ваш вопрос. Почему так называемая сегодня элита, на самом деле псевдоэлиты, не защищают интересы башкирского народа? Потому что они куплены все. Они куплены, они берегут больше свои зарплаты, берегут свои теплые чиновничьи места, берегут свой бизнес. Их дети учатся там в элитных каких-то там институтах в Москве и так далее. Ну вот они продались за золото. Вот. Где живут и зарабатывают деньги дети башкирской элиты. Ну вот, они, кстати, не живут в Республике Башкортостан. И дети того же самого Байгускарова, там и других, и Хабирова, мы знаем, да, в Австрии живут его дети. И Урал Рахимов, да, Муртаза Рахимова сын живет
И вообще он даже, можно ли его назвать элитой, да, то же самое, да, вроде бы сын его там, его отец был первым президентом Республики Башкортостан. Нет, увы, ему вообще плевать на башкирский народ Урала Рахимова. Он живет там в Австрии на наворованных миллиардах башкирских денег, миллиардов долларов. И в ус не дует. И вообще, вот он хотя бы выслал бы по миллиону, да, рублей каждой семье задержанной по баймакским событиям. Показал бы, да, что он действительно там является сыном первого президента Республики Башкортостан. Он знает, что те деньги, которые он сейчас владеет, это наши деньги, башкирские деньги, башкирского народа. Но он ни копейки же не отправил. Ни копейки не отправил. Так. Вопросы? Не хотели бы после приобретения недвижимости убрать суффикс «стан», после приобретения, наверное, независимости, наверное, хотели сказать, убрать суффикс «стан» и стать республикой Башкорт? Но мне вообще нравится название Башкорт-Иле. Поэтому, но как будет называться республика наша, я думаю, что это решит уже власть. Поэтому, власть имеется в виду будущие там наши депутаты, да, которые пройдут в парламент, а мы все-таки надеемся, что хотим, чтобы у нас была парламентская республика, и они будут решать, как будет называться. Мне больше нравится Башкорт-Иле, потому что слово, название Башкортостан действительно очень сложно выговаривается. Вот я живу здесь за границей, и когда у меня пытаются брать интервью люди, которые не знакомы с названием, которые первый раз говорят наше название, они практически не проговаривают, они могут выговорить название это Башкортостан. И да, мы привыкли, мы можем говорить, а вот они не могут. Поэтому так. Руслан Албыгинишлер депутатларының балаларын кумыйлар Ауропадан һәм Американ илләреннән, Европадан, наверное, да, һәм Америка илләреннән кумыйлар. Я понял, да, то есть очень неправильно написано, очень много ошибок. Почему детей наших так называемых депутатов, элиты не выгоняют из Европы и Америки? Потому что там демократия. Там демократия, и там могут жить все, по идее, кто хочет жить, если они не нарушают законы. И вот у демократического общества, у либерально-демократического общества есть вот такие вот свои плюсы и минусы. К сожалению, там могут жить и негодяи, и пользоваться такими же правами, и могут жить достойные, честные люди. Так. Тайфун Курултаевка нисик үндәшәбез. Молодец, Фидан. Я считаю, что он делает, насколько можно, он делает очень правильные вещи, освещает проблемы Республики Башкортостан на том уровне, на каком сегодня это возможно, с юмором. Но, по крайней мере, есть польза от его дел. И действительно, многие чиновники начинают шевелиться после его видео, после его каких-то там эфиров. Молодец. И, по крайней мере, я не видел его, да, он там общается с Хабировым, там здоровается с ним, там общается с мэром, но, по крайней мере, я не видел, чтобы он там прогибался перед ними. Пока еще не видел и надеюсь, что не увижу. Так, Руслан Авый, бізге Түркия, Азербайжан кебек киләчәк заманда Башкортстан һәм Татарстан берлек гаскәр кирәк. Алардан да үрнәк алырга кирәк. Әлбиттә, бәлки безнең гаскәр, башкорт гаскәре һәм татар гаскәре бер гаскәр була. Бәлки Суаш республиканың гаскәре бер гаскәр була. Чөнки бердәмлеккә көч. Айрым безнең башкорт иле һәм татар иле, айрым һәм Суаш иле һәм Мордовия, Эрзян Мастор инде була инде.
яқларға болмайды. Яқларға болмай. Только совместно. Біргелеп. Так. Какую позицию займет Республика Башкорт в вопросе с Уйгуристаном и с Тайванем? Ну, вот если честно, вообще пока вообще не до проблем других народов. Согласен, да, они угнетаются, нужна им наша поддержка. Сейчас бы нам самим стать независимым государством. Вот мы сами исчезаем, нас самих уничтожают и убивают. Да, мы стараемся освещать их проблемы, мы стараемся как бы, да, их поддерживать. Но пока, если вот надо признаться, от того, что мы поддерживать будем где-то что-то, как-то их там выходить там с пикетом или с чем-то, это ничего не решится. Вот когда станем независимым государством, будем иметь определенную силу, реальную силу, чтобы мы могли влиять. Тогда, да, тогда, конечно же, надо будет защищать наших братьев. Пока мы, ну, посмотрите, что Казахстан выступает, что ли, в защиту уйгур. Кто выступает? Ну, кроме Турции, наверное, никто, потому что Турция действительно на сегодняшний момент, наверное, самая влиятельная страна, которая может себе такое позволить. К сожалению, ни Казахстан, ни Узбекистан, ни Кыргызстан, ни Азербайджан не могут себе такого позволить. Тем более Татарстан и Башкортостан. Так. Так, вопросы не вижу. Руслан Абык, когда Башкортостан будет независимым и свободным государством, нужно ли позвать миротворцев на 5 лет, например, Турцию для защиты? Кстати, я думал об этом, как-то говорил даже о том, что действительно, пока у нас не будет своя создана сильная национальная армия и не будет у нас достаточно вооружения, не будет она достаточно обучена, возможно, нам придется, чтобы сохранить свою независимость, позвать на свою территорию миротворцев из, ну, допустим, организации тюркских государств, из Казахстана, из Узбекистана, из Турции, из Азербайджана. Ну, я думаю, что они смогут нам защитить нас первое время, пока мы не сформируем свои национальные силы от угрозы русского мира. Нас, Башкортостан, Татарстан, Чувашию, ну и я думаю, что и другие финно-угорские страны, которые... Но финно-угорские страны могут позвать финнов, тех же самых эстонцев, допустим, венгров, вот, так как они родственны им. Наличие миротворцев из дружественных нам, родственных нам народов, стран, я думаю, что это будет очень сильный фактор, когда нам смогут, ну, нас оставить в покое, скажем так. Конечно, до конца в покое нас никогда не оставят. Вот, но наличие миротворческих сил из дружественных нам стран, я думаю, что они смогут успокоить русский мир. Вот. Так. Сәлем ағай, Қырғызстауды құтқарырға ярдәм итәһеңме? О, қиын һорау. Қиын һорау, чөнки вот взять баймакские события, да? Баймакские события, когда были, меня обвинили во всем, что это я их спровоцировал, я созвал людей, и я, кстати, на меня завели уголовное дело, я прохожу по баймакскому делу как один из организаторов. И кеше хәзер курка мине сахарга, тапшырга, яңалыктар шуга, ну, әлбиттә мин нисектер әйтеп, һүз әйтеп, видео эшләп, статьяларда язып, әйтермен, яклармын Кыргызстауды, күпме хәл була. Но все равно вся сила будет именно
все возможности будут только у местных жителей, ну вообще тех, кто находится там в Республике Башкортостан. Я как бы здесь, что бы я ни говорил, как бы ни призывал, все равно действовать будут местные жители. Что кемада ящай, халык. Если он ничего не захочет, ничего не будет делать, как бы я здесь не призывал, что бы я здесь не говорил, как бы не освещал эту проблему на международном уровне даже, это не спасет. Куштау спасли в первую очередь жители самого Республики Башкортостан. Какая бы ни была поддержка со всего мира башкир. Мы помним, там со всего мира башкиры выступали в защиту Куштау, там и в Испании, и с Америки, там Франция, в Турции, да, выходили с пикетами, там говорили, там снимали видео, обращения. Но основную защиту сделали кто? Местные жители Республики Башкортостан. Сами местные, прям непосредственно жители, которые жили там под Куштау, плюс национальные организации башкирские, в первую очередь, ну, конечно же, весь мы национальный народ, но в большей степени башкирский народ. Так, Руслан, вы поддерживаете переход на латиницу, а еще надо избавляться от русизмов. Вот самолет почему нельзя называть ОСАК? То же самое с поездом, по аналогии с казахским. Что думаете о развитии языка? Конечно же, я согласен, что со временем... Но вообще, это спорный вопрос по поводу, надо ли сразу... Вообще, надо переходить, конечно же, на латинский язык, уходить от кириллической основы. Но нужно ли это делать сразу, или это нужно делать постепенно, пока идут большие споры между лингвистами, филологами башкирскими. Вот. Но в любом случае мы со временем обязательно будем переходить на латиницу. И, конечно же, надо заменять слова. И, к счастью, это большое для нас счастье, что есть на сегодняшний момент много тюркских независимых стран, у которых уже сформированы словари, там научные какие-то термины есть, медицинские термины на тюркских языках. А тюркские языки, они же в общем схожи. Поэтому какое-то слово, если у нас что-то не будет, возьмем от турков. Какое-то слово у нас не будет, возьмем от казахов. Так что я думаю, в этом проблемы не будет. Вот. Плюс я знаю, что есть целое сообщество сегодня башкир, которые придумывают новые слова, башкирские, современные башкирские слова. Там, знают, что есть они. Да? Плюс они пытаются сохранить башкирские учебники, потому что рано или где термины есть, научные термины, там, математические термины на башкирском языке. Рано или поздно, потому что обязательно нам нужно будет все это восстанавливать. Так, последний вопрос отвечаю, и на этом все, потому что время. Башкортостандың азатлығы элитадан башлана, яки халықтан? Бик көсле сұрау. Мында бірге эшләргә кирәк. Элита һәм халық. Потому что я считаю, что элита, она обладает деньгами, финансовыми возможностями, связями обладает. Она, возможно, каким-то там ресурсом обладает, да, земельными ресурсами, там, промышленными ресурсами, военными ресурсами, да, вот если брать от какого-нибудь башкирского там генерала условного, да, вот, знаниями обладает. И халық без народа бернавиля шабума. Если встанет одна элита, но за ними не встанет народ, и элиту сразу пересажают, перестреляют. Если встанет один народ, конечно, можно победить, но без элиты будет сложно. Поэтому нужен, конечно же, симбиоз, нужно единение башкирских элит, башкирского народа, чтобы вместе одновременно встать и отвоевать нашу независимость, нашу свободу. Только так. Шура, обращаясь к сегодняшнему и простому народу башкирскому, в том числе татарскому, в том числе русскому народу, который поддерживает независимость Башкортостана, чувашскому, марийскому, удмуртскому, вообще всем народам, которые проживают на территории Республики Башкортостан и которые поддерживают идею независимости Башкортостана, а также обращаясь к элитам, так называемым псевдоэлитам и к настоящим элитам, которые сегодня есть, конечно же, но вынуждены во многом сегодня смириться, да, с тем положением вещей, которые есть. Так вот, обращаясь ко всем, я хочу сказать, что
час X, так называемая большая смута, обязательно наступит. Это 100%, 1000%, что это все произойдет в любом случае, потому что кризис идет, это неминуемый исторический процесс. Перед нами откроется уникальное окно возможностей. Если мы, объединившись, если вот сегодняшние какие-то те же самые вот элиты, так называемые псевдоэлиты, служат путинской власти, но в решительный момент перейдут на сторону народа, откроют свое настоящее лицо, возможно, они там носили маску какую-то, вынуждены были подчиняться, там, прислуживать путинскому режиму, но в настоящий момент вот они сбросят эту маску, перейдут на сторону народа, и когда, если мы, объединившись, встанем один раз, как бы, да, и просто возьмем власть в свои руки, сделаем Республику Башкортостан независимым хотя бы ради нас, не ради нас. Возможно, мы и не увидим при нашей жизни вот такую успешную, экономически развитую Республику Башкортостан. Но наши потомки, наши дети, наши внуки, хотя бы ради них надо это сделать. Потому что они-то точно увидят нашу Республику Башкортостан, если мы для них заложим основы независимости, правильную экономическую политику, будем мудро распоряжаться теми природными ресурсами, тем вообще потенциалом нашей республики, который у нас есть. Если мы будем грамотно распоряжаться ими, мы сможем заложить основу успешного, независимого, богатого государства. Взять Израиль в несколько раз меньше Республики Башкортостан, но над каким он влиянием обладает? Я сейчас не говорю о том, что сейчас он там уничтожает палестинский народ. Конечно, это геноцид, нет, с этим никто не спорит. Я просто говорю о научном потенциале Израиля, да, насколько там наука у них развита, насколько сильная у них армия, обладает ядерным оружием. То есть это говорит о том, что вот это государство, пусть оно и маленькое, но оно имеет влияние. Сингапур имеет влияние, да, маленькое государство. Швейцария имеет влияние. Маленькое государство меньше, чем Республика Башкортостан. Австрия меньше, чем Республика Башкортостан, имеет влияние в мире. Мы точно так же можем сделать так, чтобы мы имели влияние, были сильным, богатым государством. Только нам нужно первый шаг к этому — это независимость. По-другому никак. На этом все. До следующего стрима на следующей неделе. Следующий, кстати, стрим, поговорим о татарах Башкортостана, и в том числе о татарах Татарстана. Вообще поговорим о татарах, о нашем братском народе. Хабалла.